В эфире программа «Актуальное интервью», в студии Юлия Великодная. Сегодня десятки тысяч школьников сядут за парты, начинается новый учебный год. Для детей и родителей это непростое время, когда после длительных летних каникул и отпусков надо перестраиваться на новый режим дня и начать учиться и работать. Как в этот период вступить безболезненно и без стрессов, что нужно знать и учитывать родителям в первую очередь. Об этом мы поговорим с психологом, руководителем школы эмоционального интеллекта Ларисой Слепцовой. Лариса Дидимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Школа занимает 11 лет детской жизни. Есть ли выделенные психологами периоды адаптации в учебном заведении и на какой возраст они приходятся? Да, адаптация – это привыкание, да, к новым изменяющимся условиям. И для школьников это действительно сложный период бывает, да, особенно для первоклассников, потому что для первоклассников начинается новый этап в их жизни. У них меняется статус, образ жизни меняется, появляются новые требования. Поэтому, чтобы привыкнуть к тем условиям и новому образу жизни, нужно время какое-то, да, и для этого, конечно, помогают нам взрослые, родители и учителя, классные руководители. Первый учитель для любого человека, наверное, на всю жизнь остается, оставляет след в душе, в сердце, да. А вот какое время нужно, чтобы адаптироваться первокласснику? Бывает по-разному. Это очень индивидуально от того, как ребенок был подготовлен психологически, эмоционально, да, физически, как родители готовили его. Потому что если это происходит заранее, например, за год, обычно дети готовятся, проходят предшкольную подготовку, и у них уже есть представление, что их ожидает в школе. И они уже готовы, в голове у них уже есть, как себя вести, что делают в школе, чему обучают. И если рядом такой есть наставник, любящий человек, взрослый, он преодолеет все трудности. А что делать, если вот у ребенка в этот адаптационный период возникает конфликт в школе? Нужно ли вмешиваться или подождать немножко? Конфликт – это неизбежное в нашей жизни, да? Наша жизнь меняется, и мы каждый день сами меняемся, и все вокруг меняется, да? И поэтому внутреннее, значит, состояние ребенка, значит, помогает преодолеть эти конфликтные ситуации. В первую очередь, отношения родителей. Отношение родителей к тому, что происходит, да, чтобы у ребенка не было такого, не оставались какие-то негативные ощущения, эмоций, как научить детей справляться с эмоциями страха, злости, да, не бояться конфликтной ситуации, потому что это точка роста. В школе работают взрослые, много взрослых, разные дети, да, разного возраста. И ежедневно ребенок сталкивается с новой ситуацией. А если он будет бояться, то, естественно, он может не справиться. Поэтому здесь нужен позитивный настрой, обязательно вера в ребенка, в его силы. И, естественно, разговаривать чаще, да, чтобы в беседе ребенок открывался, проявлял свои эмоции. Он не боялся проявлять злость, что злость – это эмоция плохая. Злость – это эмоция, говорит о том, что у человека много позитивной энергии, но нет радости. Да, его нужно направить в правильное русло, и ребенок, если понимает, что у него появляется ощущение, что кто-то с ним нарушил его эмоциональное пространство, например, границы его, да, то он может защитить свои пространства, границы своего эмоциональные, значит, сумел это сделать, да, уверенно, но, естественно, не повреждая окружающих и не повреждая самого себя. Ну, родителям, значит, в конфликт сам вмешиваться лучше не стоит. Да, вот бывают случаи, когда родитель воспринимает это как собственную обиду, да, то есть он сам лично реагирует, этого делать нельзя. Здесь обязательно нужно, конечно, обратиться к учителю. Есть школьные психологи, социальный педагог. И с ребенком, конечно, нужно его направлять, анализировать, задавать вопросы, чтобы ребенок сам
научился справляться с этими трудностями, разобраться в этой ситуации. Каждая ситуация, она уникальна, индивидуальна, поэтому нужно подходить индивидуально. Вы сказали, что первоклассникам нужно настроиться на учебный год, это зависит от родителей, от учителей. А вот как это сделать, как настроить? Как настроить? В первую очередь это должно быть такое позитивное такое, да, отношение к тому, что предстоит. Это путешествие в мир знаний, да, что это очень будет интересно. И самим стать исследователем, интересоваться делами ребенка, подготовить его, значит, в организационном плане, чтобы был режим дня, чтобы вся семья, вот для первоклассников особенно важно, да, чтобы вся семья перешла на этот образ жизни. Да. Все-таки школьный труд – это умственный труд, и он требует усилий, поэтому здесь важны полезные привычки. Место рабочее должно быть у ребенка, да, где он будет выполнять домашние задания, чтобы он также после учебы отдыхал, не только занимался учебой, а больше подвижных занятий было, да, физическая нагрузка помогает расслабиться. Чтобы комфортно было. Чтобы было комфортно, да. А вот кому из первоклассников сложнее адаптироваться к школе? Сложнее будет адаптироваться тем детям, у которых мало социального опыта, да, социальных контактов, ребенок домашний. Но здесь, конечно, вот важна помощь, поддержка родителей. Да. Нужно рассказывать о своем ребенке классному руководителю, создавать ситуации успеха. Каждый ребенок должен быть успешен в начальном звене, особенно в первом классе. Он должен это почувствовать, он проживает это каждый день эмоционально, эту жизнь. И хорошо, если это родители вместе проживают эмоционально, фиксируют его радостные моменты. Да? Как бывает так, что когда спрашиваешь, от чего ты радуешься, дети говорят, на день рождения я радуюсь, на Новый год или когда получаю подарки. Я задаю вопрос, тогда ты один раз в год только радуешься. Это говорит о том, что дети не замечают, что они радуются постоянно. Это естественное состояние ребенка, позитивная энергия, проявлять радость. Но когда есть ограничения, социальные нормы, ребенок сдерживает эту радость, да, энергию и не знает, что делать. У него может от радости в злость перейти. Да? Поэтому нужно научить детей, что все то, что он испытывает, это нормально, и вместе с ним радоваться и проявлять вот эту любовь, тепло, вместе что-то делать, заниматься, что мир познания – это интересный мир. А вот как быть, если у ребенка все-таки не получается подружиться в коллективе, но родителям он о проблемах не говорит? Как вот выявить эти сигналы? Ребенок может не говорить по причине того, что он боится, да? Как отреагируют родители на ту ситуацию. Или у него может быть страх того, что он сделал что-то не так, что у него что-то не получается. Да? Чтобы быть хорошим и правильным, он может умалчивать. Но в поведении, во взгляде, все видно, да? Любящий родитель увидит, что ребенок замкнулся и молчит. И здесь нужно, конечно, к нему присоединиться. Да, я вижу, что тебе грустно, я вижу, что у тебя что-то случилось. Давай об этом поговорим. И когда ребенок говорит, не оценивать, да, не давать советов. Таких, например, как «я бы сделала так», например, да, а активно, молча выслушать и вместе попытаться подумать, задавать вопросы, быть рядом, телесное соприкосновение. И ребенок будет ощущать, что его поддерживают, у него есть защита. Обязательно у ребенка должна быть защита. А как вот настроить более старшего ребенка, особенно тех, у кого на носу экзамены? Угу. Да, для них тоже вот период стрессовый. То есть это все зависит от того, как они к этому относятся. Больше тревоги могут оказывать, значит, проявлять взрослые. Они больше проявляют, потому что они нацелены на результат. Они ожидают от детей хороших, да, отметок и так далее. А здесь важно
помочь взрослым уже детям, помочь организоваться, помочь проанализировать ситуацию правильно, потому что они могут в этом плане ошибиться. Поэтому чем больше родитель разговаривает, показывает свой интерес к делам ребенка, тем, конечно, он больше будет помогать. И также организовать свое время, да, вот, и питание, да. Бывает так, что у них нагрузка большая, и они все время учатся. Утомляемость может произойти, да, то есть 3-4 часа заниматься это очень долго, поэтому обязательно должны быть перерывы, да, и смена вида деятельности в любом возрасте, и для детей, и для взрослых, чтобы мозг не утомлялся. А есть ли какой-то секрет психологической разрядки, вот чтобы ребенок прийти и расслабиться домой? Какой совет вы дадите родителям? Да, конечно, есть такие техники. Особенно хорошо это аутотренинг, да, дыхательные упражнения, это мышечное расслабление, да, то есть наше эмоциональное состояние зависит от наших ощущений, телесного состояния, да, поэтому мышечное расслабление очень хорошо помогает разгрузить и снять с себя весь такой груз дневной негативных каких-то эмоций и привести себя в такое в спокойное состояние и отдохнуть. То есть ребенок должен восстановиться за день и снять беседу. Вот в беседе, да, рассказать, это тоже выброс получается, да, вот негативных эмоций, когда он рассказывает о том, что происходит, снимает вот эти напряжения. Или это физическая нагрузка. Дети должны бегать, двигаться больше, да, 2/3 времени ребенок должен бегать, да. Ну, большая роль, значит, в итоге всего это у родителей. Да. И для первоклассников, и для старшеклассников. Старшеклассников, да. Лариса Дидиевна, спасибо большое за беседу, что пришли к нам в студию. Я напомню, вы смотрели программу «Актуальное интервью». Мы говорили об адаптации в школе для первоклассников и старшеклассников. Оставайтесь с нами.